Как в Беслане решают проблему с очередностью в детские сады, и военнослужащие в Северной Осетии получили сертификаты на получение и приобретение жилья. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. День рождения великого поэта. В Северной Осетии вспоминают основоположника остинского литературного языка Коста Хитагурова. Памятные мероприятия прошли сегодня во всей республике. Бизнесмен из Санкт-Петербурга построил в родном селении Бруд спортивный комплекс. Сегодня его открыли официально. Заниматься спортом там смогут жители сразу 5 близлежащих сел. Делегация Авторадио снова в Осетии. В республику они приезжают уже 14 лет подряд. Каждый год они дают концерт в Беслане. Чем удивят в этот раз? Подробности в выпуске. Не стало преподавателя журфака СОГУ Риммы Комаевой. Известный профессор скончалась на 89-м году жизни. Римма Заурбековна много лет заведовала кафедрой культуры речи и языка массовых коммуникаций СОГУ. Она автор множества научных работ, монографий. За свои заслуги в преподавании и воспитании студентов и организации учебного процесса она была награждена многочисленными медалями, нагрудным знаком «Заслуженный работник высшего образования». Также Римма Комаева является лауреатом государственной премии имени Коста Хитагурова и заслуженным деятелем науки Северной Осетии. Сегодня в Северной Осетии отмечают 159-ю годовщину со дня рождения Коста Хитагурова. Праздничные мероприятия проходят по всей республике. Уже по традиции они начались в пантеоне Остинской церкви, где похоронен Коста. Гостей, среди которых глава республики Вячеслав Битаров, встретили ученики 13-й школы. Она носит имя Коста Хитагурова. Дети прочитали любимые произведения из сборника «Ирон Фандер» и показали небольшие постановки по произведениям Коста. Сегодня был день рождения Коста Хитагурова. Наша школа носит его имя, и мы очень тщательно к нему готовились. Ему исполнилось в этом году 159 лет. Мы танцевали, рассказывали стихотворения. Все прошло на высшем уровне. Для меня этот праздник очень интересен, потому что я патриотка нашей Осетии. Я очень люблю этот праздник. После торжественной части гости мероприятия и руководство республики возложили цветы к могиле поэта. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что Коста Хитагуров давно стал национальным достоянием. И на севере, и на юге вспоминаем нашего известного, прославленного основоположника остинской литературы. И хотелось бы, чтобы это осталось в сердцах и наших младших, которых мы сегодня здесь видели, которые читали его произведения. И особенно хотелось бы, чтобы мы не только читали его произведения, но запомнили и воплощали в жизнь смысл всех его произведений, а смысл в видении народа и в стремлении вместе обеспечивать лучшую жизнь нашему народу. Цветы сегодня возлагали к памятнику Коста возле Остинского театра. Там также читали стихи великого поэта и выступали творческие коллективы. Настоящий патриот, так говорят о выходце из селения Бруд Таймуразе Мисикове. В своем родном селе он построил современный спортивно-оздоровительный комплекс. Футбольные и баскетбольные поля, борцовский тренажерный зал – это лишь малая часть того, чем богат спортивный комплекс. Посещать его смогут жители сразу нескольких сел правобережного района. Тему продолжит мой коллега Николас Джоев. Николаю Кумсиеву 18 лет, 9 из них он занимается вольной борьбой. В новом зале на татами первый раз. Тренируется, не жалея себя. Рассказывает, в каких условиях раньше ему и его товарищам приходилось заниматься. Первый зал, где мы начали заниматься, там никаких условий не было, ни душевых кабин, ни элементарно воды нельзя было попить. Нужно было с собой принести баклажку и так. Условия самые шикарные. Мы о таком мечтали, честно говоря. Мы очень благодарны Мисикову Таймуразу.
Открытие спортивного комплекса для жителей селения Бруд стало настоящим праздником. Возведенный в рекордные сроки, всего за 1 год, комплекс позволит заниматься спортом не только местным жителям, но и детям из соседних селений. Заманкул, Цалык, Хумалак, Батако и Раздок смогут заниматься любимыми видами спорта. Главный спонсор проекта меценат Таймураз Мисиков рассказывает, почему принял такое решение. В масштабах страны объект очень незначительный, но в масштабах Брута для нас это уже значительный объект по своей важности. Ребята будут заниматься спортом. Они будут отвлечены от наркотических, они будут отвлечены от курева, будут заниматься спортом, полезным трудом, будут тренировать свой характер. Поэтому мне захотелось построить им какое-то спортивное сооружение, чтобы могли прийти вечером, днем, любое время позаниматься. Комплексы, построенные в республике на средства частных инвесторов, встречаются нечасто. Поэтому на открытие приехал глава республики Вячеслав Битаров. Он лично поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве комплекса. Много наших земляков живут, работают и здесь, в республике, и за пределами республики. Известны на всю Россию, на весь мир. Но помощи такой, которую мы сегодня видим, в республике оказывает, наверное, несколько человек. А такой комплекс, который сегодня выстроен, за мою бытность точно, руководство республикой я вижу впервые. И столько средств, которые были потрачены на этот прекрасный комплекс, это также впервые наблюдаю. Поэтому хочу выразить глубокую благодарность Таймуразу Владимировичу, сказать ему огромное спасибо. Указом главы республики Таймураз Мисиков награжден медалью во славу Осетии. Почетную грамоту вручили и Владимиру Чагину, руководителю гоночной команды КамАЗ-Мастер. Легендарный спортсмен помог оснастить комплекс современными тренажерами. Изюминка комплекса, вот эти тренажеры, несмотря на то, что установок немного, они позволяют качать любые мышцы. На сегодняшний день тренажеров современнее этих нет. Дети смогут заниматься в комплексе Нарт-Арена не только спортом. Здесь они смогут освоить и иностранные языки. По словам Таймураза Мисикова, комплекс передают администрации сельского поселения с условием, что для детей все будет бесплатно. Николай Жуев, Александр Каджаев, Новости Осетии. Совсем скоро в Беслане полностью ликвидируют очередность в детские сады. Там построили 2 новых дошкольных учреждения. Одно из них откроется уже в ближайшее время, а вот другое на улице Менделеева уже работает. На прошлой неделе его торжественно открыл глава республики Вячеслав Битаров. Как работает новый детский сад и в каких условиях воспитывают малышей, знает Алана Тамаева. Буквально несколько дней назад эти коридоры были пустыми. Сегодня здесь уже слышен детский смех. 3-й детский сад в Беслане торжественно открыли на минувшей неделе. Тогда глава республики Вячеслав Битаров отметил, в приоритете сокращение очередей в детские сады. Этот, к слову, рассчитан на 120 детей. 70 из них уже зачислены. Остальные оформляют документы. В дошкольном учреждении соблюдены все условия. Вот именно этот детский сад, он построен с такими условиями, что для развития ребенка есть здесь все. Все условия созданы, замечательная атмосфера, обстановка, все, что касаемо здоровья детей в первую очередь, здесь тоже все предусмотрено. И гимнастический зал, и условия на участках детского сада. Поэтому мы очень довольны, мы очень долго ждали этот новый детский сад, работали в таких, можно сказать, не очень благоприятных условиях раньше. И самое главное, что счастливы детки. Условия действительно комфортные, все оснащено новым оборудованием. Здесь есть физкультурная площадка на свежем воздухе и спортивный зал внутри. Не забыли про музыкальную комнату. Всегда работает медпункт и процедурный кабинет. Рядом прачечная. В соответствии с нормами белье здесь меняют раз в неделю. В рамках программы «Доступная среда» одна детская группа готова принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведется круглосуточное видеонаблюдение и установлен домофон, как того требуют правила антитеррористической безопасности. К тому же из каждой детской комнаты предусмотрены запасные выходы на улицу. Особенно сотрудники гордятся новым пищеблоком. Я хочу, конечно, остановиться на очень комфортном современном пищеблоке, где есть отдельные помещения, то есть отдельные цеха: мясо-рыбный цех, овощной цех, цех холодной продукции. Горячий цех оснащен новым оборудованием современным, технологическим. Это пароконвектомат, это паровой котел для варки первых блюд. Все это будет экономить и время приготовления пищи, и энергозатраты.
Большой акцент сделали и на внешнем виде детского сада. Здесь очень приятно находиться. Руководство отмечает, это крайне важно для только формирующейся психики ребенка. Самое яркое место на территории сада – это детские площадки. Их всего 6 для каждой из групп. Они построены по всем правилам безопасности. Здесь специальное покрытие, закрытые песочницы и световые детекторы. Каждая из площадок рассчитана на определенный возраст. Сейчас в саду адаптационный период. Дети привыкают к новым стенам, условиям и воспитателям. Их здесь 17. Привыкают и родители. Но уже с этой недели дошкольное учреждение начнут посещать все 120 детей. Алана Томаева, Чермен Саураев. Новости Осетии. Военнослужащим Северной Осетии выдали сертификаты на получение квартир. Торжественное вручение традиционно состоялось в Доме офицеров. В соответствии с новой программой военнослужащие могут приобретать жилье уже спустя 3 года после участия в накопительной ипотечной системе. Они смогут купить собственную квартиру, не дожидаясь многолетней очереди. При этом накопительная система не учитывает наличие квартиры у военного либо жилищные условия. Субсидии полагаются каждому. В течение 3 лет на счет им начисляется 265 тысяч рублей в год. Сегодня ценный документ вручили 15 военным. И добавим, что такие мероприятия проходят практически каждый месяц. Живем с родителями, с женой. Хотелось бы иметь свое отдельное жилье. Жена, чтобы почувствовала себя хозяйкой в доме, где, как говорится, в доме 2 хозяйки, это не уживаются. Ну, хотя у нас все нормально, но пословица есть пословица. И поэтому как бы хотелось иметь свое отдельное жилье. Этот радостный момент наступил. Все, сейчас вручат нам. Обрадую после этого жену. Свои двери для будущих студентов распахнул Североостинский госуниверситет. Будущих абитуриентов пригласили на День открытых дверей. В этом году обычные лекции заменили на мастер-классы. К примеру, на факультете управления с ребятами провели деловую игру. Задача участников – угадать бренды, которые им показывали. Для будущих юристов разыграли судебный процесс в зале заседаний факультета, а также провели экскурсию по знаменитой юридической клинике. А на химико-биологическом факультете перед выпускниками школ провели несколько зрелищных опытов. Будущим биологам дали возможность самим заварить университетский чай со специальными травами. Такие практические занятия для многих школьников играют решающую роль в выборе будущей профессии. Пришел сегодня в СОГУ, чтобы узнать, какие здесь есть факультеты, куда лучше поступить. Мне очень понравилось, что мы занимались опытами, и я точно уверен, что буду стараться поступить сюда. Задача наша главная – привлечь молодежь, 0+, фестиваль науки, а у нас главная аудитория – это школьники, привлечь их к информации о том, чем занимается университет, какие у нас происходят в учебных аудиториях процессы, чем мы занимаемся студентами, какие научные разработки есть. То есть вот мы хотим, чтобы побольше школьников узнало о том, как у нас здесь кипит работа. В Северную Осетию вот уже много лет приезжает делегация Авторадио. Это уже 14-й визит. Первый состоялся в 2004-м, когда была захвачена школа в Беслане. Каждый год руководство Авторадио привозит известных артистов, которые дают благотворительный концерт в Беслане. В этот раз концерта не будет, но миссия, с которой приехали гости, не менее важна. Подробности у Виктории Базгадзе. Уже который год после аэропорта сразу сюда, в город ангелов, возложить цветы к памятникам. Детям, которые погибли, и военным, которые детей спасали. Помню, как все это происходило. Я помню, как с замиранием сердца мы смотрели все, что происходит в Беслане в те несколько дней. Это был огромный эмоциональный удар. Мы приехали сюда, удар был еще больше, когда мы столкнулись с трагедией воочию. Близко. Ну и, в общем, это послужило толчком, который заставляет прилетать сюда каждый год. 14 лет, ровно столько делегация Авторадио приезжает в Беслан. Второй пункт – разрушенная школа. В составе делегации те, кто все это время едет каждый год. Кто-то прилетает только последние 3 года, но боль от этого не становится меньше. Переживания просто сконцентрировались в одной точке в сердце и не растекаются слезами по лицу. Но каждый раз я задумываюсь именно о том, что мир должен становиться лучше. Мы должны становиться лучше и правильнее.
такие вещи повторяться не должны ни в какой стране мира. Рядом со школой в Беслане возвели православный храм в честь новомучеников и исповедников российских. Руководство Авторадио решило помочь в росписи, которая уже началась. Для нас Беслан – это очень личная история. У нас есть такая возможность внести свой вклад в создание этого храма. Это будет что-то материальное, что действительно останется. Строится еще один православный приход, православный храм в Париже. И вот человек, который расписывать его должен, он занимается как раз и вот нашим храмом в Беслане. Тот самый человек Александр Солдатов, один из немногих в России, кому позволено заниматься росписью храмов. Под его руководством работает 5 человек. Роспись готова на 30%. Все выполняется в древней технологии сырой фрески. Соответственно, технология она подразумевает несколько этапов письма. Первый этап по сырому, когда закладываются основные цветовые, композиционные пятна. Вот. После того, как стена высыхает, живопись продолжается по сухому на клеевом составе. Мы пытаемся раскрыть богословскую мысль воскресения Христова, которая непосредственно связана с этим местом. И традиционная аллея. 14 лет назад руководство Авторадио организовало автопробег «Ради жизни». Его участники побывали в разных городах страны, от Владивостока до Москвы. В Беслан привезли землю из всех городов-участников акции памяти. В центре города посадили русскую березу. Она стала символом сострадания и всенародной поддержки жителей Беслана. Рядом с деревом установлена мемориальная скульптура, раскрытая книга. В ней названия городов-участников автопробега. Традиционно каждый год бывает и концерт. В этом году его не будет. В этом году по каким-то причинам не получилось. Я не берусь обсуждать и осуждать местные власти. Вот. Сейчас здесь другие люди. Может быть, есть какие-то экономические причины, не исключаю, потому что или там причины, связанные с безопасностью, потому что организация мероприятия несет там определенные издержки. И спустя многие годы эти люди не желают сдаваться. Говорят, пока будут силы и возможности приезжать, это делать будут. Потому что эта трагедия уже давно распространилась за пределы республики и поселилась в сердце каждого, кто когда-либо здесь был. Виктория Базгазова, Тарас Макеев, Новости Осетии. На минувших выходных во Владикавказе состоялся чемпионат по скалолазанию. Желающих попробовать свои силы оказалось немало. Почти 60 человек соревновались в умении взбираться на горы. Причем делали это на скорость. Лучших в этом виде спорта выбирали как среди мужчин, так и среди женщин. Администрация города такие соревнования проводит второй год подряд. Какие успехи в этот раз показали экстремалы, расскажет Сабина Гатагова. На старт! Внимание! Марш! Утром выходного дня, когда все отсыпаются, эти спортсмены решили покорить горы. Задача ясна, тактика выбрана, снаряжение на месте. Константин Брут занимается скалолазанием не первый год. Сперва оказался себе неуклюжим, со временем стал не только опытным, но и признанным мастером. Первый раз было очень страшно, было высоко. Но я, когда слез, уже был горд собой. Я выступил первый раз на своих соревнованиях, занял первое место. Сейчас он с легкостью может передавать свои умения новичкам, и их на соревнованиях немало. Главное, что они должны уяснить, это не идти на неоправданный риск. Инструктаж строгий. В скалолазании главная безопасность и сноровка, страховка, шлем и веревка. Одно неловкое движение, и все надо будет начинать заново. Покорять скалу придется с самого начала. Героиня этого дня Зарина Засеева считает, что взбираться на скалы могут и должны не только мужчины. Свою жизнь без экстремального спорта уже не представляет. Как только подворачивается возможность, девушка сразу цепляется за скалы, развивается не только физически. По ее словам, этот спорт тренирует и характер. В принципе, это скорее стереотип, то есть там нет разделения на женское и мужское. Вот. Это просто, как говорится, группа по интересам. Мне очень нравится этим заниматься. У меня вот именно такой вот, в этом есть свой драйв, то есть как бы вот когда ты лезешь, то есть как бы преодоление себя тоже, много разных факторов, то есть на самом деле это очень круто. Скалолазание – сравнительно новый вид спорта в Северной Осетии. Соревнования профессионалов в республике проходят уже второй раз. Раньше горы штурмовали исключительно любители. Желающих покорить вершины было так много, что пришлось переходить на следующий уровень.
намерены расширять, наверное, и географию участников, то есть сделать этот турнир открытыми. Мы прекрасно понимаем, что нужна поддержка со стороны властей и спортивным клубам. У нас есть много любителей, соответственно, конечно, мы стараемся уделять этому спортивному направлению внимания. Победителей и призеров наградили медалями и ценными подарками. Хорошее дополнение к эмоциям. Все в один голос утверждают, что обязательно приедут и в следующем году. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.